ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник. Управление физкультуры. Обсуждение итогов поездки ухтинских спортсменов на фестиваль ГТО. Он прошел в Сыктывкаре 9 и 10 сентября. От нашего города поехало 9 человек. Это две команды, одна из которых соревновалась в разделе для ветеранов, а вторая на соревнованиях среди муниципалитетов. Естественно, в команды отбирали лучших представителей ухтинского спорта. Среди них Наталья Прокудович, тренер по лыжным гонкам. В советскую бытность она уже была обладателем знака «Отличник ГТО», но сейчас, так сказать, пересдает, чтобы получить его в российских реалиях. Наталья заняла первое место в возрастной группе 50-59 лет. Самое проблемное место – это стрельба. Сколько я помню, занимаюсь спортом, все время было проблематично стрелять. Когда в свое время был комплекс многоборья ГТО в советское время, все время это было самое слабое звено. Я очень рада, что выбила даже не 0, а 2 выстрелила. Это для меня, честно говоря, достижение. Однако по другим разновидностям результаты были более чем неплохи. И не только у Натальи. Например, ухтинские девушки показали отличные результаты в отжиманиях по 90 раз за 4 минуты. Всего же летняя разновидность сдачи норм ГТО включала в себя 5 видов спорта. Среди них подтягивания и лигири для мужчин, отжимания для женщин, наклон, кросс и стрельба. Кстати, в последнем виде нашей команде пришлось непросто, на непривычных винтовках. Мне очень радостно, в общем-то, что мы перебороли все, как говорится, страх, неумение стрелять с этих винтовок. И после первого дня по ветеранам мы проигрывали Сыктывкару и Сосногорску по 12 очков. Там есть маленький нюанс, я сейчас не буду объяснять, почему, да. А за счет стрельбы мы вышли вперед и набрали гораздо больше очков, чем те команды. Видно, что люди не просто пришли, как получится, а вот именно, что глядя на ребят, видя, что они все переживают, все волнуются, я тоже так переживала, что думала, лучше бы я, наверное, сама выступила где-то в каких-то моментах. Итог поездки – 2 кубка за первое место в фестивале ГТО. Помимо, безусловно, приятного чувства, что наши спортсмены на коне, такие победы смогут наглядно показать. Мы готовы бороться за успех наравне с другими муниципалитетами и столицей республики. Возможно, и финансирование для поддержки соревнований из календарного плана под такое дело нам надбавят. В любом случае, через несколько месяцев должна пройти зимняя разновидность сдачи норм ГТО. Те атлеты, кто смог осилить все положенные виды спорта, могут претендовать на золотой знак отличия ГТО. И кто знает, может быть, именно ухтинские спортсмены смогут представить город на уровне Северо-Западного округа или выше.